Следующий хадис от Абу Гурейра о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Якулу Аллаху Та'аля, ма ли абдиль му'мини инди джазаун, иза кабабту сафияху мин ахли дунья, сумма хтасабаху илля аль-джанна». Говорит пророк, алейхиссалату вассалям, говорит Всевышний Аллах: если я заберу у моего раба верующего, его близкого человека из обитателей этого мира, и потом он будет надеяться на мою награду, то нет у меня для него иной награды, кроме как рай. Хадис, который приводится у имама Аль-Бухари. Так, этот хадис пророк, алейхиссалату вассалям, здесь передает от Аллаха субхану ва тааля. Что сказал Аллах субхану ва тааля? Такой хадис, такая категория хадиса называется у ученых как Аль-Кудси или Аль-Иляхи. Или Кудси, или Аль-Иляхи. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям передает от Аллаха субхану ва тааля. Сказано, если потеряет человек верующий ас-Сафи. Кто это ас-Сафи? Сафи — это тот, который близок к человеку, кто-то близкий человеку, которого он из другого числа выбирает себе, смотрит на него как-то особо, то есть особо дорожит кем-то. Хорошо, это называется Софи, то есть от Сафа, то есть выбрать. Хорошо. Это может быть сын его, это может быть брат его. То есть особо любит этого человека как-то, особо близок к нему. Может быть дядя, может отец, может мама, может друг какой-то близкий. Как бы то ни было, тот, кого человек избрал для себя, с которым у него очень крепкая связь. Так вот, если Аллах субхану ва тааля забирает у человека, такого его близкого человека, человек проявляет терпение и надеется на награду Аллаха субхану ва тааля, то нет для него иной награды от Аллаха, кроме рая. В этом хадисе доказательство того, каким достойным деянием является сабр. Причем какой его вид, когда постигает человека горе. А именно, какое горе, когда он теряет близкого, дорогого человека. Аллах субхану ва тааля награждает человека, если он надеется на его награду, и награждает не просто наградой, а награждает его раем. Хадис указывает на щедрость, снисходительность и милость Аллаха субхану ва тааля к его рабам. Аллах субхану ва тааля, он царь, он владыка всего, все принадлежит ему, все в его власти. И ты, и твой близкий человек, которого ты любишь, все это принадлежит Аллаху. Но несмотря на это, Аллах субхану ва тааля забирает близкого человека, которого ты любишь, и который принадлежит Аллаху полностью. И человек надеется на награду, и Аллах субхану ва тааля дает за это великую награду. Милость, щедрость Аллаха субхану ва тааля. Человек принадлежит Аллаху, и ты принадлежишь Аллаху. И он тебя забирает то, что принадлежит ему, но несмотря на это, он дает тебе такую великую награду, если ты надеешься на нее. Здесь также указание в этом хадисе на то, что Аллах субхану ва тааля есть действие, атрибут действия, его действия. Здесь что сказано? «Иза кабабту», то есть если я забираю близкого человека, Аллах субхану ва тааля, у него есть действие, он делает, что пожелает. «Фа'алун лима юрид», делает, что он пожелает. Но мы должны знать очень важную вещь. Это касается акиды, убеждений, что действия Аллаха субхану ва тааля все являются благом и только. Хорошо. То есть зло не имеет отношения к Аллаху субхану ва тааля. Действие Аллаха хайр. Шар, зло, не имеет отношения к действиям Аллаха субхану ва тааля. Кто-то скажет, ну как вот что-то происходит, да, или от кого-то мы видим зло, да, от какого-то события видим зло, например. Зло может нести что? Само проявление действия. Хорошо? То есть само предопределенное Аллахом, в нем может быть какое-то зло для кого-то из людей. Но само действие Аллаха субхану ва тааля при этом оно является чистым благом. И зло не имеет отношения к действиям Аллаха субхану ва тааля. Например, если Аллах субхану ва тааля предопределил человеку что-то, что ему неприятно, какое-то горе. Несомненно, человеку это не нравится, ему тяжело. То есть для человека в этом зло. Хорошо? В этом вред. Или зло. Но это зло, оно в чем?
в действии Аллаха, в предопределении Аллаха или в самом предопределенном. В самом предопределенном, не в предопределении Аллаха Субхану Тааля, не в действии Аллаха Субхану Тааля, а в предопределенном. А само предопределение Аллаха Субхану Тааля, что Он предопределил это, то, что случилось. Если Аллах предопределил, значит это для какой-то великой мудрости. В этом есть великая мудрость либо для самого человека, с которым это случилось, либо, может быть, для всех людей в этом есть какое-то благо. Хорошо. Иногда мудрость связана с самим этим человеком, которому Аллах предопределил это несчастье. Иногда связана со многими людьми, является каким-то общим благом. Давайте посмотрим. Что-то случилось с человеком, да? Что-то предопределил Аллах Субхану Тааля человеку, что ему тяжело, что ему неприятно, какое-то горе. Предопределение действия Аллаха Субхану Тааля это что? Благо. Это, что случилось, в нем есть какое-то зло для кого? Для человека, с кем это случилось. Аллах это сделал для какой-то мудрости, для какого-то блага. Может быть, это благо, мы сказали, касается что? Даже этого самого человека. А может быть, оно касается других. Даже этого человека взять, с ним что-то случилось. И смотрите, если он проявит терпение, если он будет надеяться на награду Аллаха Субхану Тааля, то во что обернется это зло, которое с ним случилось? Обернется благом для него. Награда это Аллах Субхану Тааля. Может быть, с человеком случилось что-то плохое, предопределил ему Аллах Субхану Тааля что-то, что для него плохо. Но на самом деле это то, что с ним случилось, это несчастье, подвинуло этого человека, побудило и заставило его вспомнить об Аллахе Субхану Тааля и вернуться к религии Аллаха Субхану Тааля вот из-за этого. Потому что если человек, у него все время все хорошо, все время в благоденствии, он может забыть Аллаха Субхану Тааля, забыть благодарность тому, кто дает ему эти милости. Забыть об Аллахе Субхану Тааля. Когда постигает что-то тяжелое, вот тогда человек вспомнил об Аллахе Субхану Тааля и вернулся к Аллаху Субхану Тааля. Так вот, его возвращение к Аллаху и покаяние, в этом великая польза. Это польза гораздо больше того вреда, который он получил от того несчастья, которое его постигло. То есть это для самого человека зло обернулось пользой. А может быть, мы сказали, если для кого-то и зло, то добро для других, какой-то промысел, какая-то великая мудрость для других есть в этом. И другие, может быть, получают пользу от этого, на самом деле. Например, у человека есть дом, хижина из глины там, и соломы. Да, пошел дождь. Долгий дождь, обильный. Такой дом не выдержал, расклеился, расползся. Для человека как бы что? Плохо. Но, а теперь посмотрите на общее благо. Пошел дождь. Например, была засуха или что-то, да. Аллах Субхану напоил скот, наполнились реки, наполнились долины водой, зашли злаки и так далее. Какая общая польза при этом? То есть это если для этого человека и зло, в общем, это что? Хайр, благо. Опять же, для этого человека самого, то, что это для него зло, опять же, что понятие относительное, мы сказали. Потому что, с одной стороны, может, это для него зло, а с другой стороны, это для него благо. Может быть, он возьмет из этого урок, назидание, вернется к Аллаху Субхану Тааля, обратится к Аллаху Субхану Тааля, прибежит за помощью к Нему, и от этого получит пользу гораздо большую, чем тот вред, который произошел в результате этого несчастья. Как бы то ни было, автор упомянул этот хадис в главе о терпении, потому что в этом хадисе большая польза, что если человек проявит терпение, когда Аллах Субхану Тааля забирает у него его близкого человека, то наградой за это обязательно будет что? Рай. То есть нет другой награды, если человек терпит, кроме рая.